Из почти 700 тысяч солдат, ушедших на Великую Отечественную войну, в республике в живых осталось чуть более сотни. В память о всех тех, кто погиб на полях сражений или не дожил до сегодняшних дней, люди вышли на акцию «Бессмертный полк». Ее не проводили 3 года, но в юбилейную дату по многочисленным просьбам жителей власти пошли на смелое решение. Всего на улицы районов и городов вышли более 500 000 человек с портретами своих ветеранов. Это уже рекорд. О шествии и о личных историях его участников репортажи Артура Шамсудинова. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Эта речь вошла в историю Великой Победы. Легендарные слова Юрия Левитана о завершении войны включили и во время формирования Бессмертного полка, что во многом символично. Те, кто не дожил до победного момента, словно получили шанс пройти вместе с потомками в колонии победителей. Мой дед похоронен в Германии, в братской могиле. Мой отец, блокадный ребенок, он когда служил в Германии, нашел его могилу. Это бабушкины братья. Они все погибли, никого в живых нет. В семье остались только женщины. Нынешний бессмертный полк проводили после 3-летнего перерыва. Еще до начала организаторы прочили рекордное число участников. Так и получилось. Только в Уфе единым строем прошлись около 200 тысяч человек. Первый мой прадед, Зарубин Виктор Герасимович, служил шофером в войсках ШВО, участвовал в Керченской операции, пропал без вести в 1941 году. Второй прадед по материнской линии, Ведяпин Николай Иванович, начинал в кавалерии, был контужен. Против танков на лошади с шашкой воевал. А это Мазилкина Вера Ивановна. Моя бабушка, 18 лет, записалась добровольно, молодой девушкой, зенитчицы. Из Башкортостана на войну ушли более 700 тысяч человек. Около половины из них остались на полях сражений. Бойцы бились на всех фронтах. 278 солдат удостоены звания Героев Советского Союза. 47 – полные кавалеры Ордена Славы. Стандартный вариант участия в акции – это распечатать фотографию своего ветерана в формате А3 или А4 и установить на специальном штендере. Но организаторы допускали и другие форматы. К примеру, можно было просто держать телефон, либо заказать вот такой вот значок с портретом своего ветерана, как в моем случае, и также пройти в общей колонии. У каждого участника Бессмертного полка личная история и повод сказать спасибо своим ветеранам. Во главе колонны и Ради Хабиров с портретом дедушки. Он прошел всю войну, получил тяжелые ранения и с победой вернулся домой. Деда портрет Борис Латыповича. Он, кстати, достаточно повоевал. Он в 41-м призван был, в 46-м вернулся. Дошел до Калининграда, Кенигсберга, и оттуда на вагоны и в Монголию, в Маньчжурию. То есть, там, считайте, 6 лет пришлось. Ну, крепкий был человек, прожил долгую жизнь. Однако далеко не все знают о боевом пути своих родственников. Многие признаются, при жизни говорить о войне с ее участниками было как-то не принято. Они не любили об этом говорить, рассказывать, потому что это сугубо личное про войну. Кто это прошел, он не больно-то распространяется об этом. В этом году среди Бессмертного полка пополнение. Наряду с портретами героев Великой Отечественной и фотографии погибших участников спецоперации. Я несу портрет отца моего, моей мамы и портрет моего сына. Он в марте месяце врачом погиб, отсутший в Курской области. Спасал людей, спасал наших бойцов. Вот. Недавно мы его похоронили. Новые смыслы акции «Бессмертный полк» приобрела и для тех, кто, что называется, на себе ощутил ужасы войны. Чтобы понять, что они прошли, надо там побывать. Доделаем то, что деды не доделали. А ведь само проведение акции было под вопросом, учитывая непростую обстановку. Но власти пошли на этот ответственный шаг. Все-таки 80 лет – особая дата. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Бессмертный полк прошел во всех муниципалитетах республики. Я испытываю гордость, потому что мой прадед выжил в Великой Отечественной войне, где 27 миллионов людей погибло. Он воевал в Ленинграде. Он с одной дивизии, их, по-моему, несколько человек осталось. Они знамя своей дивизии спрятали, оставили, чтобы немцам не попало. Вышли с окружения и
сохранили свое знамя. 80 лет отделяет нас от тех страшных событий. День Победы – это одновременно День памяти, День скорби и День гордости. А еще это напоминание для потомков хранить историческую правду и передавать ее следующим поколениям, чтобы подвиги предков не были забыты. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. Артур Шамсудинов, Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин и Вадим Исламов. Итоги недели.